Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что о вас говорят? Говорят за вашей спиной, когда вы и не видите, и не слышите. Ни о ком не думайте, просто загадайте на себя и на тайные разговоры за вашей спиной. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие и любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого, интересно. Корни. Смотрите, какое дерево. Вот оно, видите, ствол, корни, прям корневую систему показали. Такая огромная-огромная крона. Вы представитель какого-то необычного рода. Но, по крайней мере, об этом говорят. Говорят, что вы, например, там, самая талантливая в своей семье, там, самая красивая, самая сильная, самая успешная, что вы затмили собой других там, членов своей семьи, своего клана, рода. Говорить могут справа как и ваши самые родные люди, так и, например, родственники дальние, и также могут говорить люди, которые просто знакомы с вашей семьей, с вашим родом. Прям говорят: ох, какой у них род, какую девочку послали, красавицу, умницу, успешную. Либо, может быть, вы преодолели какую-то данность. Допустим, у вас в семье люди были, несли как будто бы бремя, допустим, да, бремя того, что там, не знаю, там все несчастные были, а вы счастливицей родились. Либо люди там тяжело работали, не знаю, там на земле, а вам удалось работать где-то там в крупной корпорации, либо вообще свой бизнес открыли, там крутите, вертите, звезды зажигаете. Люди говорят: надо же, она прям вырвалась, она молодец. Возможно, у ваших родственников нет высшего образования, а у вас оно есть, причем, может, не одно даже образование. В общем, какое-то отличие есть, и об этом говорят. И еще кто-то видит в вас какие-то благородные черты. Благородные, да, возможно, даже приписывают, что ваш род, он принадлежит каким-то там великим людям, правителям, управителям, воинам, героям, да, вот такое еще может быть. Может, вы похожи очень сильно на какого-то известного, знаменитого предка. Также, мои хорошие, у кого-то может отыграться ситуация, когда допустим, может, прозвучит пикантно, но я все равно скажу, это все-таки сплетни, да, и вы хотите все знать, могут говорить, что вы, например, совсем не похожи ни на кого в своей семье, что вас там, не знаю, подменили в детстве, либо что вас украли там, да, типа там что-то в таком ключе, что вы ни на кого не похожи, вы отличаетесь от своей семьи, от своих родственников там характером, поведением, менталом, силой, красотой, понимаете, отличаетесь. Но знаете, как это может отыграться, что у вас там родственники пьющие, там такие знаете, люди, которые живут без царя в голове, а вы наоборот очень многого добились, да, и люди говорят: как так, как может быть такое? Да, у кого-то еще такой момент отыграется. Все разные, я просто говорю то, что я вижу, какие знаки я получаю. Так, еще, что говорят о вас? Говорят, что вы какая-то странная. Нет объяснения у людей, почему вы так молодо выглядите, почему у вас нет морщин, почему у вас нет седин, почему у вас попка упругая, почему у вас грудь стоит, почему у вас там растяжек нет, почему у вас ноги прямые и красивые, почему вы выглядите моложе, чем
те, кто вас моложе по возрасту, по паспорту, да, вы не то, что прям одногодки, да, с одногодками вообще не сравнивают, вас сравнивают с молодыми, причем с молодыми, кто там лет на 5, на 10 моложе, думаю, да как так, она что, молодильные яблочки кушает, явно есть какой-то секрет, не иначе, как тайную пластику себе сделала, да, 100%, либо она там это что, стволовые клетки себе колет, да, что-то она такое делает, вот прям и энергия, и красота, и аж вот сияние идет, да, вот люди не могут понять, почему вы такая молодая, почему время над вами не властно. Хотя я думаю, что люди, наверное, не хотят понимать, что вы за собой следите, что вы отказываетесь от вредной пищи, что вы там правильно питаетесь, что вы ухаживаете, да, находите время, ухаживаете за собой, и для вас это важная рутина в вашей жизни. А у кого-то действительно отыграется генетика, да, вот такая генетика у человека, может, правда ничего не делаете, но благодаря генетике выглядите хорошо. Вот, прям такие разговоры, женщины тут волосы на себе рвут, конечно, каждая хочет узнать ваш секрет, но потому что каждый хочется быть молодой, вот, и кто не может, там, особенно ваши там одногодки, либо те, кто помладше, которые похуже выглядят, и они вот пытаются там оправдаться, самоутвердиться, придумывая, что вы там себе постоянно что-то колите, что вы ходите там по этим пластическим хирургам, что-то натягиваете, подтягиваете, отрезаете, в общем, делаете какие-то манипуляции. Ну, понятно, что это чушь собачья, но вот им хочется себя в этом убедить и как можно больше людей убедить, да, что вот такая вы коварная, да, скрываете, что вы тут уход за собой какой-то специальный делаете. Так, еще женщины про вас говорят, что вы опасные, что нужно прятать мужчин, да, от вас. Либо мужчин куда-то подальше, да, повязку на глаза, чтобы они прямо не видели вас и ни в коем случае в вас не влюблялись. Не знаю, тут какие-то ревнивые женщины, скорее всего, неуверенные в себе, распространяют такие слухи, что вы сердцеедка, что вы покушаетесь на мужчин, что вы прям можете любого с ума свести, что у вас какая-то дьявольская сила мужиков с ума сводить. И вот достаточно мужику на вас посмотреть, либо если вы улыбнетесь мужчине, все, он ваш навеки. Вы воруете не только его сердце, но и его бессмертную душу, да, потом вы этими сердцами питаетесь. Там такое страшное рассказывают, что он прям ведьма, колдунья, что семьи разбиваете, там благородных мужчин до греха доводите. Ну, в общем, какую-то гадость, ересь говорят. Но, опять же, это очень ревнивые, неуверенные в себе женщины, которая не может заинтересовать мужчину, либо не знает, что с ним делать. И вот она его там ревнует адски, и вот везде его там блокирует, не подпускает. А поскольку вы женщина красивая, умная, талантливая, конечно, вот они боятся, потому что они не могут вам конкурировать, не могут вам противостоять. И от этого вот такие ужасные разговоры ходят. Ну, скорее всего, вы вот такие разговоры слышали, да, может быть, какие-то отголоски до вас доходили, но вы женщина серьезная, с юмором, да, там улыбнулись, наверное, а может быть, даже там подкинули что-то, сказали, да, я такая, вот, и тем, ну, как сильнее напугали вот этих вот ревнивых женщин. Действительно ревнивые. Вот я вижу, что на работе очень часто вы с таким сталкиваетесь, если на работе, например, муж с женой, либо у людей там служебный роман, и тут вы появляетесь, там женщина прям белая, как мел становится, боится, панически боится вас, и там всячески пытается этого мужчину там уводить, вставать между вами, да, ну, демонстративно это все делает. Так, подружки у кого-то есть, которые своих мужичков от вас прячут, потому что мужички, когда вас видят, сразу в вас влюбляются, хотя вы ничего не делаете. Вам это неприятно, вы этого не хотите, но вы ничего не можете поделать, да, даже вот строгое ваше лицо уже для мужчины это прям, не могу, я ее хочу, я в нее влюбился. Да, что есть, то есть. Так, еще есть люди, которые откровенно являются вашими поклонниками вашего таланта, вашей красоты, вашего обаяния.
Здесь, кстати, и мужчины, и женщины показаны. Ну, допустим, если там женщины, это ваши подруги, это ваши родственницы, которые действительно гордятся тем, что им выпала честь быть с вами в одной семье, либо дружить с вами, да. То есть вы для них прям не просто подруга, вы для них сестренка настоящая, да, сестренка, которая, ну вот, и поможет, и выручит, и защитит, и подскажет, да. Вы умеете дружить, и вы, ну вот последнее дадите, лишь бы другу, подруге помочь. А мужчины, ну мужчины те, которые были в вашей жизни, несмотря на то, что, может быть, мужчин было много, но все эти мужчины вами дорожат, воспоминаниями вашими общими дорожат. И вот в чью жизнь вы входили, вот вы такая женщина, что вас невозможно забыть, просто невозможно. Других таких, как вы, ну, не существует. Да? И мужчины, какими бы они ни были, даже самые вот отбитые мужчины, они все равно вот хранят память к вам и прям упиваются воспоминаниями, когда там все было хорошо, идеально. Много мужчин пожалело, да, что не удалось сохранить отношения. Ну, в общем, такое есть. Так, еще про работу хочу сказать. Вот кто именно работает, либо когда-то работал, может быть, вы уже на пенсии, да, на заслуженном отдыхе, либо вы сейчас в декрете по уходу за ребенком находитесь. Смотрите, на работе вас очень многие боялись. Боялись, потому что вы действительно профессионал от Бога. У вас аналитический склад ума, вы быстро схватываете на лету, и вы очень ответственно подходите к любой работе. То есть, ну, любая работа, даже самая там незначительная, вы очень ответственно к ней подходите. Вот другие люди так и не могут. Вас боялись вашего профессионализма, особенно те, кто был старше по званию, по должности. Всем прям казалось, что вы подсидите, и все, это конец. Вот. И также те, кто старше по званию, по должности, они очень сильно у вас нуждались. Почему? Потому что вы одна могли, я не знаю, там все предприятие вести и ни в ком не нуждаться. Да? Очень много, может, каких-то ноу-хау придумали, там, нововведений благодаря вам. Вы видели недостатки, вы знали, как их исправить. Вы никогда не проходили мимо, да, там, ну, буквально все на вас держалось. То есть и ценю, и боюсь. Да, вот такие смешанные чувства были. Но опять же, да, на работе вы героические поступки совершали. Так как вы умеете работать, никто другой не может. Еще мне идет про какой-то особый талант. Талант, способность к чему-то, кому-то, в чем-то. Но опять же, вы все разные. Здесь очень много людей, которые хотели бы научиться, как вы, да, овладеть вашим талантом. Но чтобы им овладеть, нужно родиться вами. Это уже невозможно. Многие пытались повторять за вами, копировать. У них не получалось. Они винили вас. Они придумывали, что вы какая-то фальшивка, не настоящая, что вы там что-то такое делаете, мару распускаете, людей обманываете. На самом деле это они ведь обманывали. Вот. Многие пытались наследовать то, что вы делали, умеете, но ни у кого не получилось. И люди прям такие, знаете, разочарованные. Разочарованные, ну, на себя ж не будешь волну гнать, правильно, не будешь. Поэтому в вашу сторону вот просто много всяких грязных выпадов и вбросов. Да? Неравнодушных очень много по отношению к вам, неравнодушных. Так, дальше для своей семьи. Но в семье у вас явно есть паршивые овцы. Ну, извините, говорю как есть. Люди двуличные, люди свою выгоду ищут. Люди, которые привыкли жить за чужой счет. И вы для них, конечно, бесценны. Вы для них палочка-выручалочка, при этом они вот прям наглеют и лазят вам на шею. А вы такой человек, что вы терпите до определенного момента, а потом вы так взбрыкнете, что мало не покажется. И вот они такие обиженные, рассказывают, какая вы плохая родственница, не помогаете, не участвуете. Хотя все, что могли, вы сделали. Перед высшими силами вы абсолютно чисты. Вот. А то, что рассказывают ваши родственницы, так это им посчитается. Родственники, там, может, мужчины, женщины, это не важно. Им все это посчитается. Вот. А вы внимания не обращаете и ни перед кем не оправдываетесь. Так, еще. Вот мне очень импонирует то, что вы что-то делаете вот с полной отдачей. Либо все, что вы делаете с полной отдачей.
Вы такой человек, который не знает пределов в своем совершенстве. Вы постоянно что-то изучаете, чем-то интересуетесь. У вас очень пытливый ум. Вам очень интересно все новое. Всякие новые там способы, методы. Вы такая, ага, попробую, не получилось, усовершенствую. Да, вот такие у вас мысли классные в голове. Вам, вы знаете, преподавать, да, либо делиться своими талантами, умениями, своими открытиями, в конце концов, да. Вот вы что-то готовите, например, очень быстро и очень вкусно. Большинство женщин страдают от того, что эта кухня, да, эта вся рутина кухонная, она просто убивает все. Особенно если ты там смену отработала, да, пришла, у тебя сил нет, еще там дети внимания просят, там муж внимания просит, а тебе нужно эти борщи варить, да, либо там каши какие-то наваривать. Вот. Вы бы там, не знаю, страничку свою, что ли, завели, либо блог открыли и писали бы, делились своими умениями, да, что вы там вот придумками своими делились. Вы знаете, вы прям преподаватель от Бога. Вы умеете донести нужную информацию до любого человека. Вы действительно умеете. У вас к этому особый талант. Ну, либо вы, в принципе, человек способный и талантливый. У вас все получается. Вот. Ну, эта кухня просто был как пример. Да? Может быть, не только кухня. Может быть, вы там шьете, там, как-то быстро умеете убирать, все там идеально. Может, шить умеете, еще что-то умеете. Да? Это просто был пример. Так, круг общения. У вас, кстати, очень небольшой круг общения. У вас очень много знакомых, но вот круг общения, он небольшой. Там только избранные люди, которым вы можете доверять, ну, либо которые прям внушают доверие. Лишних людей не впускаете. Очень скептично относитесь в момент, когда вот новый человек у вас появляется. Вам сложно новых людей принимать в свою жизнь, ну, потому что были прецеденты не очень хорошие, и вы теперь такая думаете, ну, хватит. Вот есть у меня там 2 подруги, хватит с меня, да, мне не надо большего. Вот. И еще я вижу, что у вас есть какой-то особый дар, талант привлекать людей. Нужных людей в нужное время привлекать. Вот ищите какого-то специалиста, вот днем с огнем не найти, либо в принципе не знаете, к кому обратиться. Стоит вам об этом подумать, либо задуматься, и вам приходят подсказки. Приходят подсказки, там, не знаю, телевизор, интернет, либо люди какие-то говорят, да, вот советуют самых лучших. Ну, это тоже как пример был. Вот, это есть у вас. Что-то задумали, не знаете, как сделать. Пару дней об этом подумали, раз информация появилась, да, вам открылась. Какой-то особый дар, какой-то особый талант. Так, что говорят о вас мужчины? Ну, золотая рыбка. Вы золотая рыбка, которая любого мужчину с ума сведет, да, но вы, да, можете исполнять желания, но не больше 3. Ну, какие желания, да, чтобы обратила внимание, чтобы согласилась встречаться, чтобы полюбила. А дальше уже, если мужчина не вытягивает, ну, вы тоже терпеть не будете. Я вижу, что у вас были, ну, достаточно серьезные отношения, которые сделали вам больно, и вы сама себе сказали, больше никого в сердце не впущу. Но с другой стороны, вы верите в любовь, и вы ее ждете, а у кого-то уже любовь есть, да, кто-то уже в семье живет, кто-то уже дождался, как говорится. Вы чувствуете свое будущее. Может быть, вы не до конца умеете предсказать, но вы чувствуете, что с вами будет тот или иной период жизни. Вот это есть, это тоже у вас есть. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.